Есть всегда задача минимум и задача максимум, которую мы ставим перед своими партийными отделениями. Задача минимум состоит в том, чтобы представительство не уменьшить, задача максимум состоит в том, чтобы его расширить. Результатов осталось ждать недолго. 14 сентября мы их узнаем, и работа региональной партийной организации на этих выборах будет зависеть, оценка со стороны Центрального комитета работы региональной партийной организации будет зависеть от того, насколько эти задачи будут выполнены. Хорошо. Будут ли приняты кадровые решения, возможно, если задача будет не выполнена? Значит, вы знаете, очевидно, что еще не прошло и года после того, как определенные кадровые решения были приняты, и они были приняты самой партийной организацией здесь, внутри Республиканского комитета. У нас сменился первый секретарь Рескома, и сегодня на должности лидера коммунистов Республики Коми стоит человек, который является одним из самых молодых региональных лидеров в нашей партии. Олег Алексеевич Михайлов довольно уверенно вошел в круг тех обязанностей, которые всегда сопутствуют деятельности первого секретаря регионального комитета. Его уже узнали те наши товарищи, которые работают в Центральном комитете, которые отвечают за работу пропагандистской вертикали партии, организационной вертикали партии. Нареканий, замечаний нет. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы помочь его становлению как лидера региональной организации, чтобы он как можно более эффективно выполнял свои обязанности, чтобы партийная организация развивалась численно, количественно, чтобы она развивалась качественно. Не считаете ли вы избирательную кампанию в некоторых местах проваленной? В частности, вот в Воркуте, насколько мне известно, список кандидатов от воркутинского отделения КПРФ так и не зарегистрирован для участия в выборах. То есть в Инте тоже там дрязги. На какие вообще результаты в муниципалитетах рассчитываете? Ну, я вам в ходе нашей пресс-конференции сказал, что есть определенный партийный механизм выдвижения кандидатов, оценки, работы. Выборы муниципальные, они ведь совпадают с выборами в Государственный совет, они тоже пройдут 13 сентября, и после того, как они состоятся, наступит время подвести итоги. Сейчас задача состоит в следующем. Избирательная кампания вышла на финишную прямую. Поэтому все ресурсы, которые есть у любой партии, я думаю, что и «Единая Россия», и ЛДПР будут странно себя вести, если они сейчас бросят заниматься агитационной работой, бросят заниматься работой с населением и начнут выяснять, где можно было выдвинуть большее количество депутатов, где и по каким причинам этих депутатов сняли, если их вдруг нельзя восстановить. Поэтому никогда не бывает так, чтобы при проведении крупных выборов ситуация была везде одинаково ровной и одинаково гладкой. В силу разных причин, в силу поведения местных властей. Где-то есть главы местного самоуправления, которые склонны соблюдать правила игры, склонны не нарушать законодательство и создавать более-менее равные условия для разных политических сил. Есть местные начальники, которые ведут себя как настоящие сатрапы, которые склонны всеми командовать, проявлять здесь характер держиморд, снимать с выборов, не пускать, запугивать. Такие ситуации тоже есть. Поэтому общий анализ итогов выборов будет проводиться после 14 числа. Сейчас то, на что мы ориентируем, то, о чем я буду говорить через 2 часа в Республиканском комитете партии, связано с дальнейшим наращиванием агитационной работы в последний период перед днем голосования, и это контроль за ходом голосования. Вот наши текущие задачи. Период выдвижения кандидатов завершился. Сейчас идет агитационный период, и надо выполнять соответствующие задачи.